Я наверняка начну пару слов на татарском языке, если вы не против. Потом переключусь на русский. Нормально? Обязательно, обязательно, да. Это прям самое яблочко, самая цель. Да. Я когда вас представлю, вы как раз татарского, потом на русский, верно? Да. Угу. Мгм. Мы в эфире. Итак, приветствую наших дорогих зрителей канала «Питер Татар», который на YouTube-канале, и тех, кто будет в дальнейшем смотреть этот эфир уже в записи. Я Катифа Акифовна Гайнединова, и мы, «Питер Татар», сегодня проводим интересную встречу. У нас в лектории гость из Финляндии. Это Рамиль Хазрат Беляев, доктор философии, имам исламской общины татар Финляндии. И тему сегодняшней встречи мы озвучили таким образом. Интеграционные процессы татарской диаспоры Финляндии. История и современность. Итак, я приветствую нашего уважаемого спикера Рамиля Хазрата Беляева. И сам СС Харликион, уважаемый Рамиль Хазрат. Hörmətli Katife Hanım, hörmətli YouTube kanalın qaravçı milletdaşlar, din kardeşler, sizni her birinizni Finlandiyadan, Helsinki şəhərindən, beginning yaşlı Helsinki şəhərindən salamlayman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Валейкум ассалам баракат. Валейкум ассалам баракат. Давайте тогда вот по поводу нашей темы, которую мы обозначили, интеграционный процесс. Вот небольшой экскурс сделаем по поводу татарской диаспоры Финляндии. Вот вам слово. Большое спасибо за предоставленную возможность сегодня быть с вами на этом канале. Сегодня мы затронем очень интересную тему, своего рода, можно сказать, феномен татарской общины Финляндии. Почему именно феномен? Потому что одна из небольших этнических групп татар, которые распространились по всему земному шару, сохранила себя как национально, так и религиозно. То есть относительно небольшая группа татар, 1000 человек, перебрались в районе на стыке 19-20 веков в финские города, финские селы, так можно сказать. Но немножко давайте дадим исторический обзор, кто же такие финские татары, откуда они появились и какие у них есть корни. Финские татары – выходцы из Нижегородской губернии, из близлежащих сел Ахтуково, Уразовка, Рыбушкино, Антяровка, Суксу и другие села. В середине XIX века многие татары уже занимались торговлей. То есть они сначала были, служили в имперских войсках, как служилые татары. Потом часть из них стала торговцами, потому что уже надобностью не осталось за этими служилыми татарами. Соответственно, уже к середине XIX века много торговали и в Нижегородской, и на Нижегородской ярмарке, и в Москве бывали, и, соответственно, были в столице Российской империи в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, говоря, между прочим, хотел бы сказать, что на Апраксинском дворе и в ближайших, улицах были не только свои магазины, а также были свои дома уже у татар Нижегородского края. В 1870 году заканчивается строительство железной дороги между Хельсинки и Петербургом, что дает возможность путешествовать до финской столицы, соответственно, через финскую столицу и в другие города Великого княжества Финляндского. Напомню, что в то время Финляндия была частью Российской империи,
и путешествие в эту страну не вызывало особых трудностей. Этим воспользовались татары, купцы, приехали в города, увидели, что здесь можно вести торговые дела, что местное население относится к новым купцам благосклонно, у них есть возможности финансовые у населения, а товаров было не так много, потому что все-таки была некоторая отдаленность от центра. Соответственно, в зимнее время приезжали много татар, торговали и уезжали где-то к весне, потому что весной все-таки у них в родных краях были дела по земледелию. То есть они выращивали там пшеницу, рожь и другие виды культуры. То есть это была так сезонная миграция, можно так сказать. Уже к концу 1800-х годов первые татары, они остаются в Финляндии, уже переселяются сюда. То есть покупают недвижимость, остаются в финских городах. И к ним приезжают их родственники, друзья. Вот таким образом, к началу революционных преобразований в Российской империи в Финляндии уже несколько семей проживали на постоянной основе. Но к этому нужно еще прибавить как раз сезонную миграцию, то есть когда в зимнее время приезжали довольно-таки большое количество татар, чтобы вести торговые дела в Финляндии. Можно сказать, что краеугольным камнем в истории татар Финляндии была, конечно же, Великая Октябрьская революция. То есть это та черта, за которой начинается, собственно, своя, можно сказать, уже независимая жизнь татар в независимой Финляндии. Почему именно то время? Потому что, как писал американский этнолог Брубейкер, что есть разные диаспоры. Есть диаспоры этнические, есть трудовые диаспоры, а есть диаспоры катастрофы. Он объясняет это таким образом, что диаспоры возникают не в силу того, что там переезжают из одной страны в другую, а в силу того, что в одной стране возникают границы, то есть страна распадается. Также и здесь случилось, когда Финляндия стала независимой, между городами Финляндии, то есть граница проходила всего лишь в 30 километрах от Санкт-Петербурга по реке Раяjoki, или сегодня название идет Сестра. Там татары оказались в неожиданности для себя в новой стране, независимой Финляндии. И видя, какие преобразования происходят в советской уже России, каким образом отбирается частная собственность, какой пресс идет на религиозные организации, на частную жизнь, каким образом происходят изменения в сельской местности. Многие, конечно, захотели остаться в Финляндии, и не только остаться, а пригласить в Финляндию своих родственников, членов семей, друзей. И начинается большая миграция вот именно с 18 года по 25 год. То есть это тот период, когда была возможность переехать в Финляндию, так как границы были еще открыты. Так называемый железный занавес в 25 году закрывает возможность для татар, и последние, скажем так, капельки миграции происходят в начале 30-х. Несколько семей перебирается, скажем, там, инкогнито через леса, через моря, перебирается при помощи, контрабандистов, тоже можно сказать, и несколько семей перебираются через Эстонию. Вот таким образом, к началу зимней войны, которую, между прочим, финны называют зимняя война, в советской историографии называется советско-финская война, заканчивается формирование, скажем так, татарской общины, татарской диаспоры Финляндии. Но
Это и что касается самой миграции. Но необходимо также учесть о том, что когда татары приехали в Финляндию, и несколько семей уже здесь остались, они также продолжили свою религиозную этническую жизнь, так же, как это было в Нижегородской губернии, так и как в Нижнем Новгороде, как в Петербурге. Так как в то время в Финляндии не было возможности организовать религиозную общину, они в 1915 году организовали благотворительную организацию, которая заменяла религиозную, вокруг него начали собираться как раз община. Руководил общиной первой организации Вали Ахмед Хаким, выходец из деревни Рыбушкина, он же станет потом и имамом, ну, его и как пригласили как имама в Финляндию. И одним из таких, скажем, ключевых фигур в истории становления финской и татарской диаспоры. Закон о свободе религии принимается в Финляндии в 1923 году, и, соответственно, в 1925 году создается первая и до сих пор действующая община татар Финляндии. В то время называлась она Магометанской общиной, а в 1963 году название поменяли на Исламскую общину, так как слово Магометанское уже устарело было. Соответственно, создание общины, консолидация проходила в очень резко меняющемся мире. То есть это и войны, это и отрезанность от малой родины, от большой, даже, скажем так, исторической родины. Это также и формирование своего менталитета. Почему? Потому что менталитет, он формировался под воздействием многих факторов. Первый фактор, понятно, что это была финская составляющая, так как она влияла на становление общины. Второе, так как исторические корни были отрезаны, то есть община в любом случае искала, с какой страной или, скажем так, с каким большим этническим составляющим можно было бы поддерживать связь. И на то время единственной независимой тюркоговорящей мусульманской страной была Турция, которая, как вы знаете, получила независимость в 1923 году, ну, стала Турцией, да, современной. Вот связи с Турцией стали очень регулярными, то есть в этом татары видели свое даже, можно сказать, спасение, чтобы не раствориться среди финнов, чтобы как-то поддерживать себя именно этнической и религиозной диаспорой. Если вопросов нет, то мы можем дальше продолжить, или у вас есть какие-то вопросы? Пока вопросов нет, очень интересно, Рамиль Хадрат Рахмат, Бекзор. Здесь для меня интерес составил вот этот вот союзность с Турцией, да, чтобы не раствориться, как вы сказали, да, вот укрепить свое национальное самосознание. Может быть, чуть-чуть остановимся, вот какие именно были, будем так говорить, инициативы, какие-то, может быть, проекты, в чем это выражалось, вот эта связь с Турцией. Чуть-чуть вот на этом остановимся и дальше пойдем. Да, но смотрите, ситуация была такая, что советская Россия, она же хотела обратно присоединить Финляндию к себе. То есть, когда давали независимость Финляндии, то это все предполагает, что это было временное явление, что мировой социализм, коммунизм победит, и Финляндия, конечно же, вернется обратно в Россию. Но такого не случилось. Несмотря на это, Россия предпринимала попытки возвратить татар обратно на историческую родину. Для этого было, насколько мне помнится, сказано, что нота была официальная, дипломатическая, о том говорилось, что в Финляндии проживающие татары, они имеют российское гражданство и должны быть обратно возвращены. Ответом на это татары обратились в то время, опять же, повторюсь, единственной тюркоязычной стране Турции, с просьбой, чтобы они предоставили им гражданство Турции для того, чтобы они могли оставаться в Финляндии. И многим татарам такая возможность выпала, то есть они получили турецкое гражданство, и Турция, скажем так, защитила их от, получается, уже Советской России.
В ответ на это была, скажем так, интеграция на турецкое направление. Допустим, когда образовалась община, когда образовались культурные организации, татары считали для себя долгом сообщить об этих изменениях не только, скажем, правлению Турции, а именно самому Кемалю Ататюрку. То есть писались письма о том, что вот Финляндия создается такой-то, такой-то, такая-то организация, такое-то новоявление. Вот, праздновались Дни независимости в Турции. Вот, и если обратить внимание на название культурных организаций, то там говорится именно Тюрк, да, допустим, ФТБ, да, то есть организация, называется Финляндия Тюрклери Бирлиги, то есть объединение тюрков, не турков, а именно тюрков Финляндии. При этом здесь на себя обращают внимание, что слово «татары» не используется в названии. То есть единственная организация, которая была использована, слово «татар», это была в городе Турку, образована она была в 1938 году, также культурная организация. Но во всех других были или мусульманское назвали, или спортивные, или татары заменяли словом тюрки, потому что была боязнь о том, что татар могут обратно на основе вот этого названия значит, депортировать, ну то, что по просьбе Советского Союза. Поэтому интегрированность была в Турции очень сильная. Более того, на всех мероприятиях, значит, кроме финского флага, выставлялись и турецкие флаги. Вот, вместе с портретом президента Финляндии стоял рядом значит, портрет Кемала Ататюрка, и многие татары Финляндии в то время ощущали себя именно тюрками, если даже не турками, а вот именно тюрками, то есть объединенные с независимой Турцией. Были попытки даже перебраться в Турцию, но понимаете, что становление Турции в те годы были сложные. То есть это не сегодняшняя Турецкая республика, где процветающая, да, то есть тогда была там и голод был, и значит, безработица была. Поэтому те люди, которые временно уехали в Турцию, они обратно вернулись в Финляндию. Но несмотря на это, то есть, подводя как бы итог к этому вопросу, можно сказать, что интегрированность с Турцией, она продолжалась до 1960-х годов. Почему именно в это время? Потому что первые связи с Башкирией, с Уфой, так как Казань была все-таки в то время еще закрытым городом, а потом и в конце 60-х годов первые связи с Казанью начали образовываться, и на основе этих связей интегрированность и вектор развития все-таки из Турции, он больше направился в Татарстан. То есть больше схожести и исторических связей с татарами, нежели с турками, это начало проявляться. Потому что к этому времени выросло уже второе поколение, родилось третье поколение татар, и они чувствовали, что мы больше татары, чем, скажем, турки. Поняла. Благодарю за ответ. Ну, тогда идем дальше. Вот после как раз вехи, когда... Вот сейчас на данный момент сколько поколений уже выросло в Финляндии татар? Вот, ну и как раз обратимся уже в настоящее время татар в реалиях сегодняшних дней. На сегодняшний день Финляндия уже шестое поколение татар, которое сохраняет свою и религиозную, и культурную, также этническую идентичность. Говоря про интеграцию, о чем мы с вами заявляли на нашей афише, хотелось бы вот пару моментов затронуть, которые, мне кажется, будут интересными. Нижегородские татары, так как были долгое время на службе и российского государства, они продолжили этот опыт и Финляндии. То есть, перебравшись в Финляндию, они, оказавшись уже в независимой Финляндии, они захотели и здесь также служить новой родине. Это проявилось и в том, что, получив гражданство, многих призвали в армию. И к началу советско-финской войны, зимней войны, как они сами говорят, несколько человек уже были как раз призваны на фронт. При этом
многие пришли добровольцами, и пришли многие добровольцами те, у которых не было гражданства. Они вот как раз на эту кампанию не попали, потому что на фронт могли попасть только те, у кого были гражданства. Когда было перемирие, которое с марта 1940 года до конца года практически продержалось, вот во время этого перемирия многие получили гражданство и также пошли уже участвовать во Второй мировой войне на стороне Финляндии. Всего участников было 177 человек, то есть если смотреть процентуально, то есть 1000 человек, даже менее 1000 человек, из которых практически там, менее чем 20%, там 17-20% людей участвовали, при этом 156 мужчин и 21 женщина, то есть я хотела тоже это подчеркнуть, что женщины участвовали в качестве медсестр разных и в тылу, и на фронте. Это показало, насколько они интегрированы уже в новую среду, насколько они чувствовали, что это их новая родина. И для финского населения, причем не только населения, но и также и для правительства Финляндии и для руководящих органов, это было тоже показательным, то есть насколько татары также жертвовать себя, участвовали на этой войне. 10 человек погибли, из которых двое не нашлись. Один остался на полях в Карелии, а второй погиб во время бомбардировки на корабле в 1942 году. То есть он в Ботническом заливе, недалеко от Аландских островов. Там его тело покоится, а все остальные они находятся здесь у нас на кладбище в Хельсинки. Соответственно, интеграционный процесс проходил очень, скажем, легко к тому, что меня часто спрашивают, то есть почему этот процесс проходил так легко и почему сейчас у новых мусульман, которые появляются в европейском континенте, такого нету, или там процесс затрудненный. Ну, здесь, конечно, сказывается первый момент, что татары изначально живут этническим меньшинством в других странах. Допустим, начиная с 1552 года, когда татары утратили свою государственность и стали частью российского государства, начиная с этого времени татары привыкли жить в качестве меньшинства. И при этом сохранять себя, сохранять свою культуру, сохранять свою религию. Причем нападки на религии были очень жесткие, то есть оно продолжалось довольно-таки продолжительное время. Несмотря на это, татары сохранились. То есть у них за, скажем, столь долгое время пребывания в качестве меньшинства выработался какой-то иммунитет, да, то есть какой-то инструмент для того, чтобы самосохраниться. Этот инструмент позволил и Финляндии также самосохраниться, то есть при этом, скажем, подружиться с местным населением, научиться говорить на финском языке. Некоторые говорили на шведском, потому что когда татары перебирались в финские города, языком городов был шведский, то есть после шведского правления здесь был именно шведский язык был преобладающий, а в деревнях и в сельской местности в основном говорили на финском языке. То есть получалось, что нужно каким-то образом понимать и шведский язык. Потом так называемый привязанность к низкому профилю. Что означает такой низкий профиль? То есть в то время было принято такое принципиальное решение, что татары не участвуют ни в политике, ни в каких-то таких государственных компаниях, а работают в своей отрасли, в торговле, развивают свою общину, и при этом оно происходило в политическом поле, можно сказать, незримо. Вот все эти шаги по служению государству, по, скажем, невыпячиванию своей натуры или своего идентитета и старание своими усилиями достичь
успехов и в строении общины, и в устроении своей личной жизни, своей семьи, да, оно позволило таким легким образом интегрироваться в финскую среду. А говоря о новых мусульманах, которые появляются на европейском континенте, необходимо отметить то, что у многих у них нету вот такого опыта сосуществования с немусульманским населением. Грубо говоря, если брать, допустим, даже выходцев из африканского континента, или брать, если из Ближнего Востока, то есть у многих жили в мусульманской стране, где они, может быть, и видели христиан, но их было меньшинство. Но пребывая в Финляндии, пребывая в Швеции, пребывая в Эстонии, пребывая, допустим, в Норвегии, в другие страны, они попадают в меньшинство. И для них получается такой переломный момент. И здесь у них срабатывает, так скажем, инстинкт самосохранения, и поэтому ислам на сегодняшний день разделен в самом меньшей мере Скандинавии, а если брать, то и всю Европу, именно по этническому признаку. Почему так происходит? По той простой причине, что прибывая в новую страну, в новую среду, люди хотят найти себя, люди хотят найти свою культуру, свой язык. То есть поэтому мы видим, есть в Европе и турецкие общины, есть в Европе арабские общины, курдские общины, сомалийские, боснийские и другие, в том числе татарские. То есть хочу сказать, что несмотря на то, что мусульманская религия, она вне этнического контента, но в любом случае здесь происходит вот такое вот разделение. То есть если брать вкратце про интеграционный процесс и причины удачной интеграции, вот можно вот таким образом отметить. Рамиль Хазрат, такой вопрос. Вы когда сказали, что в какой-то степени легко, да, произошел этот интеграционный процесс, но на мой взор, ну такой на женский взор, да, потому что против войны и давеча там посмотрела все эти видео, которые выкладываются там другими блогерами на YouTube относительно волнений, чувствительных вопросов, и когда страдает человек вот в войне, да, и вот будучи наши татары уже на стороне Финляндии, ну, кровью, да, получается, интеграция прошла через смерть в том числе. То есть, да, они показали свою патриотичность. Каким образом, будем так говорить, родные, которые остались, потому что семьи-то большие у татар, не был ли вот этот момент таким вот разломом с точки зрения родовых программ, когда могли записать, ну, не то, что там в какое-то предательство, но вот отчуждение, да, вот уже со стороны здесь, ну, тогда это, да, советы. Вот были ли эти процессы вот в жизни диаспоры татар в Финляндии с учетом вот такого вклада в патриотизма со стороны уже Финляндии? Очень чувствительный вопрос, интересный и насущный вопрос, то есть каким образом все это происходило. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас мы на эту ситуацию смотрим современными глазами. То есть мы смотрим это с точки зрения 2021 года, когда у нас все наполитизировано, у нас происходят совершенно другие процессы. С момента того, что Финляндия стала независимой, уже прошел целый век. Поэтому мы, скорее всего, это можем оценить не совсем правильно. Необходимо на эту ситуацию посмотреть глазами современника. То есть именно глазами тех людей, которые жили 100 лет тому назад и сами проходили через это. Меня этот вопрос тоже очень долгое время интересовал. Мне было интересно, каким же образом люди шли на войну, причем на войну с обеих сторон, зная о том, что на фронте есть люди, которые там родные, близкие, знакомые. И этот вопрос задавал местный ветеран. Вот. И ответ был такой. Значит, в то время люди воспринимали советскую Россию
или, скажем так, правление советского руководства как явление временное. То есть люди, которые убежали от смерти, которые убежали от того, что у них отобрали дома, отобрали имущество, закрыли мечеть, значит, расстреляли имамов и преподавателей. И находясь здесь, где традиция ислама и традиция сохранения религии сохранялась, то есть здесь не было нападок на религию, они практически продолжили до революционную жизнь здесь. И когда они шли на войну, они шли с мыслью не убивать своих родных, а их спасать. Спасать именно от большевизма. Вот какая была убежденность людей, когда они шли на войну. Есть примеры того, что на фронте встречались люди одной нации и одной религии с обеих сторон фронта. Они встречались не как враги. Значит, есть очень интересный фрагмент одной, значит, книги про ветеранов татар Финляндии, в котором описывается момент, что был среди пленных один татарин, которому потребовался переводчик именно с татарского на финский. На это отозвался один, значит, солдат со стороны Финляндии, который был тоже татарином. Вот. И финн описывает их встречу, то есть как бы не сам татар, а финн. То есть он говорит о том, что они, говорит, когда заговорили на татарском языке, они, говорят, обнялись друг к другу. То есть как будто, говорит, старые друзья, они общались. То есть я к тому, что вот такой вражды, вот, которую вы сейчас описали, то есть именно предательство, никто не чувствовал. То есть все понимали о том, что это необходимость того времени. И к ним отношение было соответствующее. Я понимаю, что сегодня, когда, значит, отношения между Россией и Евросоюзом очень натянутые, этот вопрос можно политизировать. Но исторически это было бы неправильно. Это очень сейчас такой важный, мы затронули вот этот аспект, да, и я умышленно задала этот вопрос, чтобы другие не накручивали свои контексты, не выдирали из контекста, из вашего вот, ну, как бы сообщения в угоду своих политических повесток. Поэтому, да, благодарю. И вот это важная ремарка, что татары, получается, до всех этих революционных моментов уже были семьи, которые мигрировали, уже обосновались, и, по сути, как бы создалась та платформа, та ситуация, которая в дальнейшем задавала тренд, да, вот, ну, как бы на те события, которые потом происходили. Сегодня, на данный момент, так как уже 6 поколений прошло, вот вы изучаете, тем более являясь и представителем научного сообщества, что вы можете сказать о процессах, которые происходят в Татарстане, в России с точки зрения языка татарского, вообще вот этой вот, ну не то что русификации, но вот, насколько я знаю, вашего общения, там есть целая система преподавания татарского языка, с какого возраста, и вот здесь вот ваш взор, что нужно еще сделать для вот этого синтеза между Финляндией, тоже Санкт-Петербургом и Казанью с точки зрения консолидации той повестки, которая, например, была обозначена тем же Всемирным конгрессом татар по поводу, да, вот, нашего народа. Вот, я вас видела и на других общих собраниях, да, и курултаях. И ваше мнение вот со стороны как бы Финляндии и как человека, который на русском языке в том числе говорит и понимает те процессы, которые происходят в Российской Федерации? Да, хороший вопрос, спасибо. Значит, по поводу системы преподавания татарского языка и мусульманской религии, вы правы, у нас здесь в общине сделана целая система, начиная от того, что у нас есть и свои учебники преподавания, которые, первые учебники преподавания татарского языка еще появились в 40-х, 50-х годах. Вот, то есть они были, понятное дело, что сделаны не так современно, как сегодня, но они были также своими усилиями община печатала также и материалы для преподавания основ ислама.
Напомню, что в Финляндии, в городе Хельсинки, просуществовала начальная школа татар. Она называлась Финляндия Тюрк Халк Мектеби. То есть именно, опять же, возвращаясь к тому, что слово «тюрк», да, то есть это тюркская начальная школа, но по сути она была, конечно, татарской начальной школой. Она просуществовала с 1948 года по 1969 год. Там обучали детей от 1 до 4 класса, и многие родители отдавали своих детей именно в эту школу, потому что там помимо, значит, финских предметов, финского языка, математики и других предметов, также преподавался татарский язык, преподавались основы ислама, причем по программе этой школы очень интересно, что там и были не просто основы ислама, а доходило до изучения основ мазхабов, то есть давались очень интересные обзоры, что такое, допустим, ханафитский мазхаб, какой его имам, какие на шафийский мазхаб и другие. Кроме этого, значит, было и письмо, писали на арабской вязи, чтение Корана, заучивание сур, то есть это была своего рода такая джадидская школа, которую мечтали и Муса Бигиев, и Лютфи Исхаки, о которых в свое время еще говорили самые известные джадиды, и о них писалось в газете «Тарджиман». Но вы это все прекрасно знаете. Здесь она как бы работала именно в такой вот, скажем, натуральном виде, она была как бы практическая модель. После того, как школа закрылась, из-за того, что и реформа образования в Финляндии поменялась, и люди начали из центра города разъезжаться в разные концы, было все-таки именно трудно возить детей с конца города. Поэтому преподавание в том же виде продолжилось в общении, оно до сегодняшнего дня преподается. То есть у нас есть преподаватель основ ислама, традиционный имам, и есть отдельный преподаватель татарского языка. Сегодня это у нас Камар Яфай, выходец из Турецкой республики, но она тоже татарка. Вот училась в Казани, преподает здесь. Один раз в неделю у нас, значит, по программе преподается детям от 7 до 16 лет татарский язык и также основы ислама, на котором обучаются члены нашей общины. То есть здесь есть членство общины. Кроме этого, для того, чтобы стать действительным членом общины, когда исполнится, значит, человеку 17 лет, ему необходимо сдать экзамен на знание татарского языка и знание основ ислама. То есть только после этого принимается в членство. Вот такие, если хотите, рычаги для сохранения и татарского языка, и для, значит, мусульманской культуры созданы здесь, в финской татарской общине. Понятно, что здесь, в Финляндии, сохранение татарского языка, оно намного труднее в сравнении с Татарстаном, в сравнении с большими городами Российской Федерации, где работают татарские культурные центры, и количество татар, оно несоизмеримо больше. Даже если брать в Петербурге, то в разы татар больше, чем в Финляндии. И состояние сохранения татарского языка, оно татар в Финляндии очень волнует. Когда было принято решение о том, что в школах Татарстана заканчивается, значит, образование, ну, преподавание татарского языка, или, скажем, превращается в факультативное преподавание татарского языка, это понятно, что для татар Финляндии стало очень неприятным событием. Вот об этом и наш руководитель, современный руководитель, это Гультен Ханум Бедреддин, она очень по этому поводу не раз выступала с сожалением о том, что татарский язык теперь не преподается в школах Татарстана обязательно, а лишь факультативно. Это, конечно, ведет к тому, что татарский язык будет меньше использоваться. Но, несмотря на это, мне хотелось бы обратить внимание ваших зрителей на вот такое вот явление, о том, что, несмотря на то, что была оторванность от исторической родины у татар Финляндии, несмотря на то, что не было материалов для преподавания татарского языка,
нашлись силы, нашлось желание сохранить татарский язык, который до сегодняшнего дня сохраняется. Каким образом это происходит? Это и понятное дело, что здесь община, которая устраивает и делает все возможное для сохранения языка, первый момент. Но самый важный момент, что семьи, члены общины сами хотят сохранить свой язык. То есть это самое главное. Если есть желание, то татарский язык сохраняется. Находятся и силы, и возможности. Общее понимание важности сохранения языка. Вот что краеугольный камень в сохранении языка. К этому можно отнести то, что, допустим, простой пример. Сегодня мы наблюдаем ассимиляционный процесс не только в России, он затронул и татар в Финляндии. Есть очень много межэтнических браки, есть много межэтнических браков, где, значит, второй из супругов татарин, а второй, допустим, там фин, швед или кто-нибудь другой. Но при этом даже дети вот таких браков говорят на двух языках, как на родном. То есть сохранение татарского языка, оно настолько привито с детства о том, что даже несмотря на то, что, допустим, человек может быть не так активен чисто в религиозном плане, но татарский язык он должен получить. На татарском языке хотя бы на бытовом уровне человек должен говорить. И с этой стороны здесь, конечно, мы наблюдаем такое, скажем так, примерное поведение, или такой пример, подающий для всего татарского народа. Здесь это можно даже вот так громко сказать. Рамиль Хазрат, для меня такое, это как откровение. Я заслушалась вас по поводу аттестации, да, то есть получается, чтобы стать равноправным членом ну, вашей общины, ну, как бы, да, для нас, диаспоры, да, это пройти нужно вот этот тест, да, на знание татарского языка. Как вы думаете, вот если и существует ли вообще в принципе у вас союзность, поддерживаете ли вы контакт с другими диаспорами, которые там находятся в Праге, в Австралии, опять же, да, потому что вот когда был съезд Всемирного конгресса татар, это же большая радость видеть из разных уголков мира наших татар. И вот этот феномен сохранения, да, вот своей национальной идентичности и как культуру несут уже в других государствах, это уникально. Вот у вас вы являетесь неким таким вот послом от Финляндии с татарской стороны для других государств, ну, помимо Российской Федерации. Вот, существуют ли у вас какие-то собрания, союзы, общение, взаимодействие? Самой главной площадкой общения татар, конечно, является этот конгресс. То есть мы встречаемся с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, и также в Российской Федерации, на тех площадках, которые организует значит, татарский конгресс. Существование татарского конгресса для нас очень важно, и мы благодарим, что конгресс уделяет татарам, татарским организациям и в нашей организации в том числе большое внимание. Это и какие-то мероприятия, то есть мы всегда приглашены на все мероприятия, которые проводятся вот именно в таком формате, где приглашаются все зарубежные. Раз в 5 лет нас приглашают на, значит, Курултай татар, где решаются самые важные вопросы. Значит, если брать лично меня, то союз, значит, съезд татарских богословов, который проводится, там также получаем приглашение, с удовольствием участвуем. Союз, значит, татарских женщин, где проводятся тоже съезды, также наши члены выезжают. Но кроме меня, я хотел бы сказать, что у нас есть руководство общины, есть председатель, который избирается на 3 года, есть правление, и поэтому я не считаю как бы себя вот таким вот выдающимся, которым является мостом, а именно руководители здесь выполняют самую большую роль. Как я уже сказал, сегодня наша община руководит первая в истории татар Финляндии женщина-руководитель Гүльтен ханым Бадретдин. До нее был Атик Али, значит, известный юрист, и сейчас он занимается очень важными вопросами мусульман Финляндии. Также
этнических и государственных отношений. Кроме этого, он является членом комиссии по вопросам равноправия среди людей. До него был председатель Укандахер, которого, может, тоже знаете, когда вы приезжали, наверняка он был еще председателем, и также он известен в Татарстане своей активной деятельностью. И я хочу сказать, что вот именно те люди, которые руководили общиной и до сих пор руководят, а также члены правления, у нас в правлении, кроме председателя и имама, еще 7 человек, они также являются вот своего рода таким мостом между Конгрессом и татарами, а можно сказать даже вот с каким-то своего рода мягкой силой между Россией и Финляндией. Что касается общения с другими татарскими организациями, о которых вы упомянули, это историческая диаспора в Австралии, в Америке, раньше была диаспора в Японии. Да, поддерживались тесные связи. Япония сейчас уже не такая активная, а вот американскими татарами, с австралийскими татарами связь поддерживается. Современные татарские диаспоры Европы, с ними отношения ведутся через Альянс татар Европы. Трудностью является то, что не все татары знают татарский язык, а татары Финляндии, они русским языком не владеют, можно так сказать. Поэтому отношения выстраиваются только в том случае, когда обе стороны понимают татарский язык. Если же татарского языка нет, то и общение тоже такого активно не получается. У нас очень хорошие связи с татарской общиной Эстонии. Вот это тоже историческая община. Там тоже есть современные татары. Кроме этого, как вы сказали, что как раз с другими общаемся. Радио Азатлы тоже есть понимание о том, что, допустим, новости они тоже пишут про, в том числе, татар Финляндии. То есть есть отношения и есть взаимодействие. Отлично. И для того, чтобы дальше нам тоже развиваться татарский язык, это, как говорится, доминант, это основа, чтобы взаимодействовать. Детки, которые вот сейчас уже, поколение шестое, вот эти вот поездки в Казань, в Татарстан, какие-то там, вы говорите, деревни татарские, происходит такое тоже вот культурный обмен? Потому что все-таки, как говорится, ментальность, вы сказали, вы обрели определенную ментальность финскую, да, татары. Вот что такое татарская финская ментальность, и происходит ли некий такой вот тоже вот диалог, когда детки с Финляндии, наши татарские детки, приезжают в Татарстан и знакомятся тоже с культурными вот этими моментами? Для наших детишек, которые выросли в Финляндии, Татарстан является своего рода этнической Меккой. То есть детям кажется, что вот когда мы приезжаем в Татарстан, вот все говорят по-татарски и как бы окунаешься в татарский мир. Но когда детишки приезжают в Татарстан и прогуливаются по Бауману, и они редко слышат татарскую речь, понятно, что первый будет шоком. А где же татары? Да, но несмотря на это, это такая, как бы, немножко такая ремарка была, да? Но несмотря на это, наши детишки часто бывают на разных мероприятиях в Татарстане. Допустим, около 10 лет тому назад, чуть меньше, где-то 8-7 лет тому назад, несколько наших детишек были по обмену в татарских школах. Они там учились где-то около недели. Им преподавали и татарский язык, и танцы, и пение. То есть такой культурный обмен у нас состоялся, было очень интересно. А далее они посетили очень интересные места и в Казани, и в Болгарах, и разные другие площадки. То есть им, конечно же, интересно то, что происходит в Татарстане, и каким образом татарам преподается и татарский язык, и вообще чем дышат татары. Но, как вы правильно отметили, что все татары, которые живут в разных странах, имеют уже свои отличные от российских татар ментальные, скажем,
какие-то окраски. Да, то есть если человек родился в Финляндии, неизбежно человек приобщается к финским ценностям. Если человек родился в Америке, если в Японии, если в Австралии, если в Швеции, не знаю, в других странах, понятно, что местный менталитет, он влияет. Поэтому отличие менталитетов, оно, конечно же, сказывается, потому что человек, родившийся в России, в том числе даже в Татарстане, имеет российский менталитет, так как находится и не только, значит, в поле ментального развития России. Здесь можно сказать, что некоторые моменты есть, скажем, недопонимание некоторых моментов, но в целом мы одна большая семья, друг друга понимаем и стремимся к одному и тому же. Мгм. Ранее вы сказали, что татары не участвовали в политических событиях, в социальных процессах, да, исключительно вот ниша торговли и, собственно, ну, образование тоже внутри, укрепление своей. На сегодняшний день, уже в 21 веке, это как-то изменилось, потому что все-таки 6 поколений, и, ну, как бы в любом случае наращивается, наверное, численность и самой диаспоры там, и есть ли тоже момент такой, что вы встречаете тех, кто в логике сегодняшнего уже современного, да, времени желает, проявляет интерес мигрировать в Финляндию? Вот помогаете ли вы каким-то таким вот аппаратом государственным в Финляндии уже с точки зрения вот этого окна политического, социального? Нет, могу сказать, что следующим образом на этот вопрос ответить, что такого взаимодействия именно чисто миграционного община и члены общины не выполняют, потому что практика значит, приобщения к низкому профилю, он продолжается до сих пор, хотя были разные моменты, даже уже в моей истории Финляндии, это внесение и нашей общины, скажем так, в список значит, экстремистских организаций, тоже где-то около 10 лет тому назад это было со стороны Арабских Эмиратов. То есть так или иначе община всплывала в некоторых, скажем, в новостных и политических лентах. Но, несмотря все на это, община и члены сохраняют низкий профиль и стараются вот своим ежедневным трудом именно привносить в развитие общины и в развитие самого народа. То, что касается миграционных процессов, здесь, хотя община и не выступает активным проводником идеи интеграции в финский социум, она здесь участвует пассивно. Каким образом? Многим новым мигрантам финское государство показывает с разных точек зрения развития татарской диаспоры, как пример. То есть они рассказывают о том, что татары приехали в то время не было социальной помощи, как сегодня в европейских странах. В то время не было возможности каким-то образом оказать содействие, то есть именно своим трудом, своим желанием и своим усилием добиться вот таких вот результатов. То есть на сегодняшний день существует, скажем, такое явление, как люди приезжают, и первое, что они делают, становятся на социальную помощь. То есть вот дайте мне то, дайте мне это, вот мы хотим так-то, вот наши права, вот наше это. А в то время, когда татары интегрировали в общество, мы говорили, что мы можем сделать для этой страны, как мы можем помочь. То есть вот, скажем так, такое, я сейчас не идеализирую татар, то есть, скорее всего, там были и разные случаи, но если брать в целом как явление, то здесь, конечно, разница налицо. Мгм. Так, да, поняла. Благодарю за такой тоже интересный аспект, который вы затронули. И в чем же ментальность именно татар в Финляндии? Вот в чем отличие? Вот как вы это можете описать, что ли? Как это, что это за состояние, характеристики, может, в каких-то поступках, действиях? Откройте нам этот момент. Это нельзя сказать какими-то одними-двумя там моментами, да, сказать, вот они вот такие вот все, да, или там другие вот такие все. Нет, то есть здесь необходимо наверняка говорить о том, что вот
о менталитете народа в целом. То есть какие, вот, допустим, если спросить у вас, вот, чем отличается финн от россиянина, скорее всего, вот здесь будет ответ как раз лежать вот в этой плоскости, но уже с национальным колоритом, да, то есть, допустим, татарин, родившийся в Финляндии, получил финское образование, финский менталитет, при этом он чтит и любит свою нацию и свой язык. Соответственно, человек родился в России, он россиянин, он думает по-российски, вот именно, но вот он также чтит свою нацию, чтит свой язык и чтит свою религию. Вот где-то вот так вот. Поэтому я бы не стал бы как бы идти в конкретику, потому что здесь ситуация понятна. Вот так наверняка необходимо думать. Мгм. Ну да, то есть это что-то такое метафизическое, необъяснимое, то есть да, понятно. Ну что ж, Рамиль Хазрат, мы благодарим вас за данную интересную беседу, за лекцию, за экскурс. И у нас кульминация, что бы вы хотели пожелать татарам России, татарам вообще, которые расселены по всему миру, и в частности татарам Финляндии, Скандинавии, и пожалуй, это будет уже кульминационной точкой нашего диалога. Да, спасибо. Еще раз я хотел вас поблагодарить за то, что пригласили сегодня быть с вами на этом мероприятии, на этом эфире. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех моих единоверцев, всех моих соотечественников уже с наступающим месяцем Рамадан. Совсем недолго осталось до этих светлых дней, даже теперь, можно сказать, уже светлых ночей, потому что дни будем проводить, соблюдая пост, ночи будем проводить в молитвах. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, вот именно поздравить с наступающим священным месяцем Рамадан. Желаю также всем моим соотечественникам счастья, здоровья, сохранения силы духа, сохранения религиозности, а также нашего родного языка, чтобы он и в будущем также развивался, чтобы и наши внуки и правнуки также говорили на нашем родном языке, и так же, как и мы, совершали свои молебни в наших мечетях, которые построены руками наших дедов и отцов. И берекешлік ұстаздар тілінде де уақыт айтып жатқан енді ең соңында чөнки мөмкинлек булган вакытында bütün кардәшләремне, дин кардәшләремне, милләттәшләремне киләчәк безнең мөкаддәс Рамазан шәриф ае уңаеннан тәбриклисем килә. Аллаһ Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек бирсен, аиләләрегезгә бәхет, балаларыгызга бәрәкәт насыйп әйләсен. Киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә шулай ук бергәлектә, саулыкта, сәламәтлектә һәм шатлыкта күрешергә насыйп әйләсен иде. Бик зур рәхмәт. Аминь. Ну что ж, уважаемые наши зрители сегодняшнего эфира, портала Питер Татар, сегодня с нами был Рамиль Хазрат Беляев, доктор философии, имам исламской общины татар Финляндии. И мы сегодня говорили на тему интеграционных процессов татарской диаспоры в Финляндии, история и современность. Благодарим, что вы были с нами, и до новых встреч. Я Катифа Накифовна Ганидинова. Также приглашаю вас на следующие наши встречи по воскресеньям. Сау болыңыз. Сау болыңыз.